Итак, добрый день, ребята. 8 класс, урок номер 49. Заповедная территория. Итак, урок начинается с эпиграфа. Если будет вода и ни одной рыбки, я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка, я не поверю и воздуху. И лес без зверей с одними людьми не лес. Михаил Михайлович Пришвин. Так, сегодня на уроке вы узнаете о заповедных местах Республики Казахстан, будете изучать безличные предложения и способы выражения сказуемого в них. Научитесь определять и употреблять их в устной и письменной речи. Прочитайте эпиграф, как вы думаете, о какой важной проблеме говорит Пришвин. В приведенном эпиграфе Михаил Михайлович Пришвин затрагивает проблему неразрывной связи природы и ее обитателей, а также роль человека в сохранении природного равновесия. Так, упражнение номер 1. Прочитайте по цепочке, объясните смысл высказываний, какая тема их объединяет. Итак, природа устроена гармонично, и все элементы взаимосвязаны. Если возникают случайные явления, это чаще всего результат вмешательства человека. Мы должны быть осознанными и не нарушать эту гармонию. Это по первому предложению. Второе предложение. Природа – дом, в котором живет человек. Лихачев. По высказыванию Лихачева. Природа – наш общий дом, и человек обязан заботиться о нем, как о своем жилище, чтобы сохранить его для себя и будущих. По третьему высказыванию, так, Дорц. Так, у человека. Сохранение природы должно основываться не только на рациональных мотивах, объективных причинах, таких как экология или экономика, но прежде всего на любви человека к природе. Это чувство побуждает нас к заботе о мире. Так, опять Михаил Михайлович Пришвин. Охранять природу значит охранять Родину. Забота о природе – это не просто экологическая задача, но и патриотический долг. Ведь природа – часть Родины и ее богатство и гордость. Так, Леонардо да Винчи. По Леонардо да Винчи. Природа является величайшим учителем. Она полна мудрости, которую можно постичь, и если внимательно наблюдать за ее явлениями. И последнее по Чехову. Даже небольшие усилия каждого человека на своем месте могут сделать мир лучше. Если каждый внесет свой вклад в заботу о природе, Земля станет прекрасным местом для жизни. И общий смысл всех этих высказываний подчеркивает неразрывную связь человека с природой и ответственность каждого за ее сохранение. Только осознанное и уважительное отношение к окружающему миру позволит сохранить его красоту, гармонию и ресурсы. Упражнение номер 2. Прочитайте определение слова «заповедник». Что такое генофонд и для чего он служит? Заповедник – это территория, акватория, на которой полностью запрещена любая хозяйственная деятельность человека, кроме научной. И весь природный комплекс сохраняется в естественном состоянии. Это способствует сохранению генофонда растений. Итак, что же такое генофонд? Генофонд – это совокупность всех генов наследственного материала, популяции вида или группы организмов. Они включают в себя все генетическое разнообразие, присущее растениям, животным и другим живым организмам на определенной территории. Для чего он служит? Для сохранения биологического разнообразия, устойчивости экосистем, будущее развитие видов и для научного исследования. Так, заповедники создаются для защиты природных территорий и сохранения генофонда, чтобы предотвратить исчезновение видов, сохранить уникальные экосистемы и поддерживать природное равновесие. Упражнение номер 3. Сравните предложения на казахском и русском языках. В чем их сходство, если в них подлежащее бастауш.
Нам многому еще надо научиться. Бізге әлі көп нәрсені үйрену керек. Мне хочется поблагодарить вас. Менің сізге алғыс айтқым келеді. У меня нет времени, менің уақытым жоқ. Теперь можно поговорить. Енді сөйлесуге болады. Так, в чем сходство? Сходство. Общий смысл во всех парах предложений русских и казахских выражается один и тот же смысл, несмотря на различия в структуре. Грамматическая структура. В обеих языках предложения построены таким образом, что действие или состояние выражается через сказуемое. В некоторых предложениях подлежащее отсутствует, а основное внимание сосредоточено на действии или состоянии. Так. Личные местоимения или аффиксы показывают, кто является субъектом действия. Например, нам в русском и бізге в казахском языке. Так. Наличие подлежащего. Нам многому еще надо научиться. Бізге әлі көп нәрсені үйрену керек. Подлежащее бастауыш нет в явной форме. Здесь главный акцент на необходимость действия. Надо учиться, үйрену керек. Мне хочется поблагодарить вас. Менің сізге алғыс айтқым келеді. В русском предложении подлежащее также отсутствует, а в казахском имеется менің притяжательная форма, которая указывает на того, кто испытывает желание. У меня нет времени, менің уақытым жоқ. В обоих случаях подлежащее есть. В русском языке это скрытое время, а в казахском четко выражено уақытым, мое время. Теперь можно поговорить. Енді сөйлесуге болады. Подлежащее нет ни в русском, ни в казахском языке. Эти предложения безличные и акцент на возможности действия. Можно поговорить. Сөйлесуге болады. В предложениях обеих языков присутствуют общие безличные конструкции. Подлежащее бастауыш иногда отсутствует, и смысл передается через сказуемое. Баяндауыш. Так, безличные предложения. Жақсы сөйлем. Дер – это односоставные предложения со сказуемым, при котором нет и не может быть подлежащего. Например, быстро смеркается. Сказуемое в безличных предложениях обычно выражается безличным глаголом. На дворе темнеет, но редко в них используются личные глаголы в значении безличных. Пахнет свежим хлебом. В качестве сказуемого могут выступать глаголы в неопределенной форме. Быть дождю, также наречие на «о» и «е». На улице было темно. Спишите предложение и подчеркните в них грамматическую основу. Определите способ выражения главного члена. Так. У въезда в усадьбу всегда многолюдно. Грамматическая основа многолюдно. Главный член выражен кратким прилагательным. У взрослых зубров практически нет врагов. Так, грамматическая основа нет врагов. Главный член выражен отрицательной формой существительного. Трудно представить сосновые леса без глухарей. Грамматическая основа трудно представить. Главный член выражен инфинитивом с вводным словом. Но глухарей становится все меньше. Грамматическая основа становится все меньше. Главный член выражен глаголом связкой с кратким прилагательным. Птиц нигде не было. Грамматическая основа не было. Главный член выражен глаголом в отрицательной форме. Увидеть бобра днем невозможно. Грамматическая основа увидеть невозможно. Можно несколько дней путешествовать по пуще и не увидеть ни одного зверя. Грамматическая основа можно путешествовать, не увидеть. Главный член выражен модальным глаголом. Так, 7. Все было затоплено вешними водами. Грамматическая основа было затоплено. Нам пришлось свернуть с шоссе на возвышенность и ехать проселками. Грамматическая основа пришлось свернуть и ехать. Главный член выражен гомодальными глаголами и глаголом с инфинитивом. Так, упражнение 5. Прочитайте, указывая в каждом
Предложения, подлежащие сказу, преобразуйте эти предложения в безличные. Чем отличаются по значению, запишите их. Образец: в хорошую летнюю погоду ребята не сидят дома. В хорошую летнюю погоду ребятам не сидится дома. Итак, я сегодня всю ночь не спал. Подлежащее я, сказуемое не спал. Безличное: сегодня ночью мне не спалось. Итак, в личном предложении акцент на субъект «я», который не спал, в безличном на состояние, то есть на бессонницу, зависящим от субъекта. Так, следующее. Брат не верил в успех нашей поездки. Кто? Брат. Подлежащее. Что делал? Не верил. Сказуемое. Безличное: в успех нашей поездки не верилось. В личном предложении подчеркивается активная позиция брата, в безличном общее ощущение неверия. Третье. Я хочу научиться хорошо играть в шахматы. Подлежащее я, сказуемо хочу научиться. Безличное предложение: мне хочется научиться играть в шахматы. Разница в значении. Личное предложение выражает волевое желание. Безличное – более спонтанное чувство. Так, четвертое. Сестра сегодня нездорова. Подлежащее: сестра, сказуемое нездорова. Преобразуем предложение: сестре сегодня не здоровится. Личное предложение указывает на факт состояния здоровья. Безличное на ощущение недомогания. И пятое предложение: мы не хотели уезжать из санатория. Подлежащее: мы, сказуемое не хотели уезжать. Безличное: из санатория не хотелось уезжать. Так, разница между предложениями. Личное предложение подчеркивает решение группы людей. Безличное – общее нежелание, не привязанное к конкретным лицам. Так, личные предложения делают акцент на конкретном субъекте, то есть на подлежащем и его действиях. Безличные предложения передают общее состояние или чувство, не указывая явно субъекта, делая акцент на эмоциях или обстоятельствах. Так, обратите внимание на заголовок, прочитайте ключевые слова текста, подумайте и скажите, о чем может быть этот текст, проверьте свои предположения, прочитав его. Так, опираясь на ключевые слова «жемчужина», «фламинго», «уникальные», «редкие» и «сохранить ценность», можно предположить, что текст рассказывает о природном заповеднике, который является уникальным и ценным местом благодаря редким видам животных или птиц, таких как фламинго. Так, текст называется «Кургалжинский заповедник». Так, перечитывать я его не буду. Сразу после прочтения текста стало ясно, вот если вы его прочитаете, что речь идет о Кургалжинском заповеднике, одном из самых популярных заповедников Казахстана. Текст подчеркивает его уникальность и природную ценность, описывая озера, многочисленных птиц и редкого представителя фламинго, который гнездится на озере Тенис. Это место особенно важно как единственное в Евразии место гнездения фламинго, что делает его не только национальным, но и мировым природным достоянием. Итак, текст о Кургалжинском заповеднике рассказывает о природной красоте и уникальности этого места, о редких и ценных видах птиц, таких как фламинго, о важности сохранения этого природного уголка для будущих поколений. Таким образом, предположения о теме текста подтвердились. Так, работу в группах не будем. И седьмое. Дополните синквейн. Дополните синквейн.
Итак, здесь фламинго, экзотический розовый, гнездится, удивляет, восхищает, единственный вид в Евразии, привлекающий внимание своей красотой. 5. Жар-птица. Так, небольшой, составьте по нему рассказ. Фламинго – это удивительная птица, которая называют настоящей жемчужиной природы, ярко-розовое оперение делает ее похожей на сказочную жар-птицу. Экзотический вид фламинго поражает своей грациозностью и необыкновенной красотой. Эти птицы гнездятся на озере Тенис, единственном месте в Евразии, где можно встретить их в естественной среде. Фламинго вызывает восхищение, интерес людей со всего мира, напоминая нам о необходимости беречь природу и ее уникальных обитателей. На этом все. Спасибо за внимание. Не забываем ставить лайки и подписываться.